Добрый день, салям алейкум. Ну вот мне, я считаю, повезло, и не только мне. Вот я сейчас вижу Валерия Магафуровича. Мы оба с ним участвовали в этом проекте, и я думаю, в нашей жизни это отложилась очень приятная такая хорошая страница, что нам довелось поработать вместе с Давидом Кугудиновым в одном проекте. Я хочу только на этом эпизоде остановиться, потому что более широко о связях нашего народа и Кугудинова расскажет уважаемый Абдезар Авелиев. Был у нас такой переводчик, поэт-переводчик Сергей Доружинин, который до начала нового века, в 90-е годы, очень серьезно занимался переводом крымско-татарской поэзии средневековья на русский язык. Он переводил. Итогом этой работы стал прекрасный сборник «Грезы розового сада», который вышел в 1999 году. Пока он занимался переводами средневековой литературы, я помогал, как мог, конечно, в меру своих возможностей. И та книга тоже вышла по нашему по библиотечному проекту. Но я постоянно пытался его, так сказать, обратить его внимание на Бекира Чобазаде. Был у нас такой поэт, который родился в конце 19 века, а был расстрелян уже при Сталине в 1937 году, попал под Красное колесо. Это был выдающийся поэт, выдающийся тюрколог. По мнению, допустим, азербайджанских ученых, он самый выдающийся тюрколог нового времени, скажем, 20-21 веков. Он основоположник крымско-татарской и азербайджанской филологии. То есть не только в Крыму, он долго проработал в Азербайджане, сделал очень много для азербайджанцев. И они, конечно, его уважают. Он был академиком. Издали они его пятитомник. Я хочу сказать только о маленьком эпизоде. И вот когда Сергей Александрович уже перевел стихи для такого небольшого сборника, назвал его на двух языках «Облака» и «Булутар» на крымско-татарском языке. Сергей Александрович подходил очень серьезно к своей работе. Вот у него было две проблемы: художник и, предисловие. С художником тоже долго думал, долго обсуждали, и вот остановились на Али Мусеинове. Очень хороший художник, живет в Бахчисарае. Он взялся за эту работу. По поводу предисловия было тяжелее. Дело в том, что пожелание Сергея Александровича было, чтобы предисловие написал человек с именем, и который благожелательно относился бы к малым народам, и в том числе к крымско-татарскому народу. Но и получил бы имя, еще в советское время, скажем. Конечно, идеальным было бы для нас Кайсен Кулиев, но к тому времени Кайсен Кулиев уже умер. Долго мы перебирали имена и остановились на Липкине. Семен Липкин был поэт-переводчик. Я через библиотечное сообщество вышел на его супругу, поговорили, и она мне сказала, очень плохую новость. Он говорит, Семен Израилевич болеет. Когда я потом позвонил попозже, уже выяснилось, что Липкин тоже скончался, к сожалению. И встал вопрос, что мы не можем найти человека. Ситуация была тяжелая. И вдруг вспомнили, что есть в Калмыкии поэт Давид Кугудинов. Через библиотечный мир опять, вы знаете, наша, так сказать, взаимовыручка какая в библиотечном мире. Мне удалось с ним связаться через библиотеку Калмыкии национальную. Они меня вывели на него, я позвонил, он очень благожелательно отнесся. Говорит, единственное, извините, говорит, стихов Бекира Чобазаде я не читал до сегодняшнего дня. Но это не мудрено, потому что Чобазаде был в 1937 году расстрелян, и долгое время, даже после сталинского времени, к нему относились очень настороженно. Нельзя было его так широко публиковать и пропагандировать. И мы взяли эти стихи, которые уже были переведены, я ему отправил электронкой через библиотеку. Он посмотрел, еще раз связался, сказал, что его очень заинтересовало, что он напишет. И он, вы знаете, очень быстро это сделал. И сегодня мы все можем гордиться тем, что первый сборник Чобазаде на русском языке
вышел с предисловием такого известного, замечательного поэта, гуманиста. И вот Валерий Магафурович взялся и издал эту книжечку. Вот она вроде бы небольшая по объему, но она буквально ее сейчас нигде. Это она очень ценная. Раритетом, да. И я уже даже говорил с вдовой Сергея Александровича, она говорит, давайте подумаем о том, что переиздать может какую-то. Хорошо было, конечно. Да. Вот очень интересное предисловие. И называется слово Чобанзаде. Он сумел вникнуть в поэзию Чобанзаде, вникнуть в его душу. Он увидел в этом человеке действительно личность, равную самым выдающимся писателям, гуманистам всего человечества, и которые особенно пришли из низов. Бекир Чобанзаде был сыном пастуха. Он еще сам 12 лет был пастушонком, попал в первый класс очень поздно, очень быстро закончил школу в Харасу-Базаре, стал великолепным, закончил отлично. Его отправили учиться в Стамбул, оттуда он уехал учиться в Одессу, русский язык изучал некоторое время. И вот здесь Давид Кугульдинов дает очень высокую оценку самому Бекиру Чобанзаде. И он говорит, я вот только ознакомился с этими стихами, но для меня он стал как родной, как будто я его знаю давным-давно. И даже такое впечатление, что когда я вспоминаю свои беседы там с Кайсым Кулиевым, с другими известными поэтами, мы общаемся, что он тоже присутствовал в этих беседах. Вы знаете, вот он дал нам возможность со стороны, так сказать, еще узнать нашего поэта еще ближе. И после этого внимание к Чобанзаде в Крыму усилилось. Был создан фонд Чобанзаде. Сегодня он работает, делает очень много для популяризации творчества Бекира Чобанзаде. И я думаю, что в дальнейшем, вот когда Чобанзаде мы сумеем вывести на всероссийский уровень и далее, значит, на европейский уровень, нужно переводить на европейский язык, хотя уже есть примеры переводов, то, думаю, первый шаг, вот один из первых шагов, кто поставил плечо, это был Давид Кугульдинов, и мы вот, будем всегда помнить об этом. Вот то, что хотел. Да, эпизод может быть такой, на первый взгляд, он незначительный, но для нас, для крымских татар и вообще, я думаю, для поэзии будет иметь очень большое значение.